Туравовым, который начал восстанавливать на энтузиазме народные инструменты. После знакомства с ним окунулись вот в этот жанр, в аутентику. К сожалению, вот сегодня так получилось, что вчера из-за смены, вот, наверное, влажности, или я не знаю из-за чего, у нас инструмент из конского волоса и мочевого пузыря, вот верхняя дека. И вчера он у нас не звучал, я его все натягивал, у нас порвалась струна тонкая. Мы взяли, вот, хорошо взяли запасные инструменты, сегодня будем играть на них. И я предлагаю, чтобы не было затянуто, непонятно, потому что кроме нас никто не знает. Русским когда русские сказители поют, рассказывают песни, то слова понимают все, бывает интересно. Наш язык не знает никто, кроме нас. Мы будем, наверное, вкратце говорить песни, 2-3 куплета, просто покажем разные жанры. Если вы согласны. Начнем, наверное, с жанра кадак. Кадак – это сказание. Сказания у нас были двух видов, под инструмент и с подпевом. Вот сейчас мы покажем пока сказание с инструментом. Песни по... Как? Корнын. Подпевание. Корнын. Корнын. Это сказание об отразе. Сразу, наверное, тоже вот из эпоса второй вариант исполнения – это под голос с подпевом Асамыш. Песни об Ацамазе. Это героическое эссе? Нет, это из эпоса. Вот это была из эпоса, и вот сейчас из нардского эпоса. И сейчас тоже будет вторая песня об Ацамазе, тоже из нардского эпоса. Песни о свадьбе Ацамаза и Агунды. Для нас важно, это не очень. Просто нет времени. Коротко вы нам хотя бы так всегда вот это читать, и музыка будет нам ассоциировать, воспринимать. Дуарт.
Ирте. Еще один жанр очень важный, я считаю, это колыбельная песня. Колыбельная песня – это как раз тот жанр, который исполнялся без подпева. Только колыбельная и плач, женский плач перед гробом. Вот такие песни исполнялись женщинами без подпева. И вот сейчас мы тоже покажем 2-3 куплета, колыбельную песню, очень интересная. Почему мы занялись вообще, почему обратили внимание на этот жанр? Там очень интересные слова, то есть маленького ребенка, который, возможно, еще даже не понимает слов, его уже подсознательно готовят к трудной взрослой жизни. То есть иносказательно ребенку говорится о том, что вот идет жучок с гор, идет на нем такая-то одежда, на нем такой-то кинжал. И как бы мать спрашивает жучка: а куда ты идешь, жучок? Он говорит: иду с гор на равнину. А зачем идешь? Семью прокормить. А где живешь? В скорлупе яйца. А где дорога твоя? По острию ножа. Где дверь твоя? В игольном ушке. Ну, в общем, иносказательно, да, рассказывается о том, то есть готовят уже к взрослой жизни. Она пронагает. Я бажырта артилак, я аштавал сырқама, я валата цахцука, кадам уаяш кандилак, хохай уаян бадарма, самай сарыш бадара, шалкандышан ябанай, ушкандышан яшарай. Сытахойнан сдафарта, тинта амата балта, самай саран сдахолта,
Тина кажан фаратай, нацаванцай животай, лоло, халолай, лапуфанай акана, вала кандил роя, яках савтана махая. Жанр трудовой песни. И сейчас мы споем песню косарей. Вартанын живота хушары, одан шафышым боздары, явиш ражай чирхаша, Следующая песня обычно посвящалась женщинам. Женщин сравнивали с Нарта-Шатана, это мать нартов, символ женского начала в нартском эпосе вообще Остин. И когда после свадеб, после торжеств каких-то мужчины заходили в кабис. Кабис — это как бы и кухня, и место, где хранились мука, пшеница, все в общем. И благодарили женщин. И они пели вот эту песню. Холден. Oh
Ваши вопросы, если они есть, Андрей Сергеевич. Да, нет, мое слово. Ну, сейчас пускай вопрос, потом слово. Вопросы есть у кого-то? Вот, хороший вопрос. Ну, материал в советское время огромное количество осталось текстов и очень-очень мало мелодий. То есть вот вариантов этого текста множество, а мелодия записана была только одна, и вот мы ее поем. И что вы делаете? И что вы делаете? Одна мелодия? То есть под это только вот, ну, наш ансамбль вот в данный момент. Существует ли у вас практика такая, и в вашем ансамбле, и вообще в техническом материале адаптации как бы материала? Ну, когда немножко управляют, обрабатывают, гармонизируют. Ну да, мы делаем, в основном мы делаем это с наигрышами. То есть наигрыши, которые сегодня играются вот под современную гармошку, вот кавказскую, и с обработками, с синтезаторами, с разными, мы их перекладываем. Нет, не современный. Вот колыбельные откуда материал? Музыка, мелодия одна на всю. То есть я помню, как мне напевала моя мать. Спросил друга, который абсолютно не имеет никакого отношения к музыке. Когда я ее начал напевать, он вспомнил, как ему пела его бабушка. То есть я живу во Владикавказе, он живет в Ильхотово. Ну, мама у меня с Южной Осетии. То есть, вы ну, говорите, что они общие напевы для колыбели? некоторые напевы общие. То есть, смотрите, сейчас вот мы покажем жанр молитва. Вот жанр молитва, он отличается вот от села к селу, то есть разные слова. Ну, что-то есть, конечно.